капец. Угу. Все закрыто. Говном набито. Тар. Короче, почти каждый поворот вот в таком во льду. Как я хотел вчера еще добраться до дома. Это нереально. Фух, тошнит уже от этого льда, честно. Это нереально, ребята. Ну вот наш поворот. Прибыли. Куда я вчера застрял? Всем большой привет еще раз. Ну вот, ребят. Вон наш УАЗик. Сегодня будем вытаскивать лодку. Если смогу, подниму на борт и увезу домой. Это будет сложно в одиночку. Но я помощи ни от кого не жду. Что в моих силах, то и делаю. А вчерашний вечер я после 9, наверное, был уже дома. Да, где-то после 9, наверное, дошел до дома. Вечера. Голодный. Ой. Так хотелось кушать, есть. Викторовна, жена моя, приготовила ужин, приготовила баню. Я говорю, пока я не поем, я в баню не пойду. В общем, наелся где-то, вот ел так. А она все новости говорит и говорит. А я ем. Вроде все слышу и не слышу. Вот как наелся, сходил в баню, попарился, ну как помылся. И после 10, наверное, уже лег спать. Сегодня после 5 уже, ну сейчас в лесу 4:30 я встаю и по привычке начал уже тоже просыпаться. В общем, встал, загрузился и уже мы здесь. Насчет Тулана. Мы полпути прошли. Он еще возле курилки
Я даже, наверное, его снимал. После этого я его не видел и сейчас не видел. Где он? В село пошел или же обратно в избу здесь, на первую избу. Я не знаю, я сейчас на первую избу не заходил, на обратном пути заедем. Не заедем, а зайду пешком. Как сказать, рюкзак там оставить и бушлат. Это уже другой бушлат. Не знаю, может где-то на блядке убежал, хрен знает. Ну и тут, в общем, развилка будет, дорога. Вот где-то вот тут. Мне придется проехать вот по дороге, потом на луг заеду, по лугу и уже вон там на повороте наша лодка. А вчерашние следы, вот я пробивал где-то метров от силы на 15, потом я просто умер, сдох. Силы не хватило, и уже буквально через полчаса, наверное, через минут 40 просто все тьма, потемнело на улице. Надо было мне пробить вот здесь. Смотрите, сколько еще. Ой-ой-ой. Лед такой вот. Почти 2,5 сантиметра. Я просто устал. Я уже понял, что я делаю бесполезное занятие. Это бесполезный труд. И вот здесь бы я проехал, потом на другом повороте, я думаю, там такое же тихое место вот там, на затор. На этом повороте. Но там тоже я смог бы на УАЗике заехать, там на луг тоже есть дорога. Мои планы вот до туда хотя бы доехать было. Но здесь нормально тоже заедем. Думаю, заедем. Так, и вот на следующем повороте опять чисто. И дальше, вот сейчас я остановку делал уже ниже первой избы. Вот это последняя остановка, я что показывал, вот там лед тоже, весь поворот во льду. И возле села я не спускался сегодня, но возле села уже тоже прямое место даже во льду. Ой, все мышцы, все кости болят от вчерашнего, но надо еще сегодня немножко силы поддать, и уже после этого можно расслабиться. Там еще одна лодка, вот вчера ехал, там возле избы, у евро избы, между прочим. Они также придется им перевернуть лодку и пешком уже пойти. А весной они поднимутся на охоту. Так бывает. Неожиданно все так произошло, просто неожиданно. Я не ждал этих морозов еще, и никто не ждал. Сейчас октябрь месяц, 12 или 13 число сегодня. Вообще засуха, ни одной лужи нету. Пыль поднимается, когда едешь по дороге. Что-то непонятное происходит. И так рано лед никогда не встает. Это чересчур быстро все произошло. Обычно на 7 июня, ноября похолодает. А до 23-25 числа морозы приходят, потом оттепель еще бывает. Ну вот я не угадал погоду, и вот так все произошло. Ладно, давайте. Сейчас будем трудиться очень сильно. Сейчас поеду до развилки, потом заеду. Я пилу взял, вторую пилу. Буду чистить себе дорогу, там валежники. Валежники прочищу все это дело. И заедем. Потом уже посмотрим по ситуации, как пойдет. Сюда даже лодку не... Ну, я выше поднял, чтобы от дороги не было видно. Для любопытных, чтобы не знали, не видели. Да, не видно. Ладно, сейчас увидите. Самое главное, чтобы мотор, там, редуктор, вода не попала. Если попала за ночь, он просто выдавил на редуктор. А вот это я боюсь очень сильно. Вода делает свое дело, блин. Сейчас пройдусь бензопилой, вот эти валежники, что торчат, все это я буду пилить, и уже у лодки я вам включусь. Ну, вот такая дорога здесь проходит, по которой вывозили сено.
Вроде все получилось. Спилу возьму. Вот здесь яма. Вот здесь яма. Пришлось подложить. Вот. Нормально. Фух. Я думал, здесь вообще завалов очень много. Нет. Буквально несколько бревен пришлось там спилить и все. Вот, сейчас дальше уже по лугу буду ехать. По лугу. Или как? По лугу. Взял с собой веревку, доски. Но это еще подложить под лодку может. Посмотрим. Будем смотреть. Главное никакую яму не влюхнуться, потому что трава высокая, непонятно где что. Лучше пешком, наверное, пройду, сейчас посмотрю, где лучше ехать. Не помню, куда ехать. Туда или сюда, сейчас гляну лучше. Здесь медведи тоже копались везде. Ночью вроде здесь шел. Вот следы. Или кабаны тут. А ну вот тут где-то я поеду. А вон она. Так, здесь развернусь. Вот сюда. Да. Это ее. По возможности сколько смогу. Тык-тык-тык. Задом дам, чтобы лодку тащить потом. Не знаю, как пойдет все. Посмотрим. Ну вот, дальше не поеду. Потому что там песок. И легко можно забуксовать. Но сейчас посмотрим, сколько веревка достанет там. Потом уже будем думать. Это, наверное, 10 метров, а здесь. Если веревка достанет, вообще беды нету. Так. О, стоит. Нормальный ход. Вообще класс. Вообще класс. Достал веревка. Этот фал толстый, и он выдержит. Он выдержит. Весь мой капризно. Ай-на-най. Кому не остановка. Паровоз вперед летит. Все, цепляем. Сперва будем пробовать лодку тащить. А если я могу. Что тут? Нормально. Вроде все нормально. Вот этого боялся. Самое главное. Если сальник пропускает воду, капец. Так, мотор сниму. Мотор сниму, а там уже най-на-най. На-на-на-на-на. Пока оставим, пускай здесь будет. Вместе потащим. Мотор лучше снять. Лишней тряски нам не надо. В кабину положу. Тулан носит таком дома, бездельник. Ну как не дома, а я имею в виду в Нижере, в селе. Надеюсь, обратно на
избу не пришел. О, классно. Сразу подниму. Сразу подниму его. Все равно придется поднять. Вот сейчас попробуем потащим. Попробуем потащим лодку, если получится. Лодка на берегу. Так, сейчас мы что делаем? Сейчас, короче, я разворачиваю лодку. Задняя часть, чтобы поставить машину, как сказать, внутрь. Вот. И самый сложный это подъем на машину, конечно, будет. Потом уже мелкие вещи. Вот. Ну, я не почувствовал. Просто, да, если я могу один лодку тягать, я не почувствовал. Я думал, идет лодка или нет. Потом увидел веревку затянута. Потом лодка появилась именно вот здесь. Остановился, потому что здесь чуть-чуть наклон. Вот я здесь остановлюсь. Доски подложим. Ну, посмотрим, что как будет. Ну что сказать, лодку поднял. Вот это как сейчас выглядит. Смотрите, какие борта у меня. Капец. Капец. Новая лодка, считай. Да, поранил, конечно, капитально вчера. Надо обшить вот столько, 15 сантиметров. Рук. И беды не будет. Иначе сезон другой и просто пробьет все. Это хорошо еще новая лодка. Если старая лодка с гнилью уже, ну это моментом просто. Вот сейчас я буду ее привязывать. Надеюсь, не потеряем по пути. Загружу все тяжелое в заднюю часть вон туда. Вот туда. И уже будем выдвигаться. Надо фалом привязать. Дорога неровная, тряски.
Не знаю, как это все будет, но попробуем. Облачно становится. Сейчас попью кофе. Подостыть надо. Что-то я спешу. Сегодня вагон времени у меня. Идеи есть в голове, как закрепить лодку, надежно закрепить. Сейчас этим я сейчас займусь. Любуюсь рисунками на доске там. Капец. 5 миллиметров глубина там раны. Как делать? Пока не знаю. Для этого зима есть. Будем думать. Думать я и люблю. Все вещи уже перетаскал. Вот тут раскидано все. Веревку надо. Это толстая веревка, блядь, не подходит чуть-чуть. Там вот эти узлы связаны, и вот куда я хочу крепить, там в отверстие не влезает. Здесь еще у меня 8 миллиметров, и посмотрю, а он подойдет или нет. Ну и, в принципе, сейчас загрузимся и поеду на первую избу. Возле первой избы еще остановлюсь там. Там теплые штаны вчера я оставил. Переодевался. И рюкзак с бушлатом оставлю. Теплые штаны возьму с собой. Потому что на снегоходе я с ним вот его одеваю. Вчера, 2 раза я пил чай из термоса, когда ночью шел. О! Рябчика хлопнули. Сегодня 3 рябчиков тоже видел. Следующий поход будет сюда, на первую избу. Еще поохотимся, конечно. Вот. Дальше обещают теплые дни, ночные заморозки, днем тепло, ночью заморозки и дожди обещают. В телеграм-канал я вчера выложил один небольшой ролик, как я еду, вот, и все это дело. И сразу комментарий пошел, что надо лодку оставить на берегу, потом уже за ним съездить или еще. Я не знаю, как я вообще оказался здесь, сам себе не верю. Потому что я мог застрять на Таежной реке. И если там лодку оставить, то уже все, считай, до весны там туда ни на чем не доедешь, понимаете? К реке там дороги вообще нигде нету. Если постараться на снегоходе, может, там еще можно. Но все равно у человека есть надежда. Вот за этим поворотом уже все будет хорошо. Вот там дальше поеду, там уже все вообще идеально все пройдет. А видите, как получилось, что на большой реке я вообще не ожидал такую картину увидеть. И вместо того, чтобы на каждом повороте все лучше, становилось все хуже и хуже. Я кроме этого поворота, я еще один поворот возле избы, там хозяин еще был, я не снимал ничего. Егор там возле избы, ты кто, говорит? Я говорю, Олег, понятно. Я говорю, не доеду, вряд ли, говорит, доедешь. Но все равно я упорный, так надо. Все равно добьюсь своего. Да ни хрена не получилось. Получилось то, что вот сегодня я загрузился и собираюсь уже как-то доехать. Вот хоть как-то так довести.
Не знаю. Просто не знаю, получится нет. Вот такой поход. Уф, хорошо. Но облачно становится. Действительно, она потеплее чуть-чуть. Пускай. Успеет еще. Надо есть. Это зима. Ой, какая длинная еще будет. Никак не могу напиться. Еще у меня пицца в рюкзаке. На первой избе еще чай попьем. Ну, кофе с пиццей. Викторовна отправила пиццу, говорит, хоть возьми. Нервничает, вчера тоже звонит. Ты где? Сейчас где? Потом я уже в Алексеевке иду, опять смотрю, звонит. Я говорю, уже здесь, в Алексеевке, в деревне. Уф, наконец-то, говорит. Ну, я прекрасно понимаю всех, кто ждет своего мужа или сына, или брата, или еще. Потому что тайга есть тайга. В случае что, меня никто, поверьте моим словам, меня никто не найдет. Я хожу по тем местам и нет, не будут искать даже. И никто не найдет. Это 100%. Это даже не думать. Просто ты под елкой или где-то сгниешь и все. У нас прадед. Так, подожди. Прадед, да, Арсентий. Я Арсений Олег. Ну, это как бы кличка такая, Арсений Олег. А прадед Арсентий. Арсений. У нас был, и он пропал в лесу, и все. Никто не нашел и не знает, где он. И так каждый год человек теряется. Как сказать, не в нашем селе, я имею в виду, а в мире. По болезни в основном, наверное. В основном по болезни, я думаю. Это остановка сердца, инсульты. Еще, может, где-то отказала вот ходовая что-то. Не может человек идти там. Где-то что-то сломал или еще. И все. Он просто замерзнет. Ну, в основном, наверное, замерзают. Помощи нету. Не от кого ждать. Вот. Опять болтаю. Но ничего. Кто слушает, молодец. Спасибо вам. А кто не хочет слушать, не держу никого. Это у каждого свой выбор, слушать меня или нет. Ой, лучше не смотреть туда. Фу. Да. Нет бы жестянку сразу. Как это сделать? Загрузился, все. Вот так это все выглядит. Так закрепил. 2 доски поперек, там еще. Не знаю. Будем смотреть, ехать. И смотреть. Самое главное выехать, а там потихоньку, помаленьку. Сейчас пока все хорошо. Напоследок еще давайте покажу наше место, где я забуксовал. Вот этот поворот. Сейчас вот в этом году хорошо встает лед прозрачный. Раньше мы налим так глушили в школьном возрасте. Это интересная рыбалка была. Очень, как сказать, лед станет такой прозрачный. И ходишь, смотришь, просвечивает. Как увидишь налим, там вон мелкие рыбы видно. Как увидишь налим, там колуном долбишь и глушишь. Потом отверстие делаешь, берешь. А сейчас налима нету. Мелочь есть, я вижу мелкие рыбы.
Вот, короче, вот так. Вон там на повороте, где вот песок, до туда я и пробивался и застрял. Это был последний поворот. За вчера. Вчера целый день долбил. Ладно, все. Было и было. Зато будет воспоминание. Будет что вспомнить. Сейчас, короче, потихоньку, помаленьку будем двигаться. Ставим в избушке. О, лодка. Пока все на месте. Ладно, давайте сходим на избу. Это оставлю все дело. Чай попью и дальше поедем. Интересно, Тулан здесь, но обратно не должен же прийти сюда. Удивительно. Или гуляет, а по селу бегает там. Ребят, прям все идеально хорошо. Но самое главное забыл. Лодочный мотор. Сейчас вспомнил. Ой, блин, вот голова. Он в траве. Я и забыл. Что-то в кабине не хватает у меня. Я хотел в кабину загрузить. Придется съездить. Вот так вот. Сейчас, наверное, сперва. Тулан возле избы. Переночевал у избы. Че у него голова? Вон. Тулан. Я думал, он в Нившере гуляет. Он меня возле избы переночевал здесь. Вот это поворот. Ой, Тулан. Я думал, ты в Нившере. Давай съездим сперва за мотором, потом уже этот. Или чай попью. Чай попью, вещи оставлю, потом уже съезжу. Тулан! Вот это да! На полпути. Че он по летней дороге? По летней дороге он обратно пошел. Да. Ну вот. Ну вот, бездельник. Это поворот ты дал. Ну все, успокойся. Стыдно? А? Стыдно тебе? Ну, рядом. Всю ночь не ел, не пил. Меня ждал.
Вот так вот, ребят. Как так получилось у него? Почему он сюда обратно пришел? А все же это хорошо было. На полпути он обратно пошел. Ну ничего страшного. Самое главное, живой. Да? Живой, здоровый. Вот и избушка. Вчера под фонариком здесь ходил. Челом здорово, Карка. Вот. Снова мы здесь. Вот штанишки мои. Так. Так. Ладно, сейчас попью чаек и пойдем. За мотором лодочным. Дурная голова ногам покоя не дает. У меня 2 куска пиццы. Много не взял. Побольше стулана отдам. Голодный. Ну, понимаю я тебя прекрасно. Лучше добавить. Энти чё? Чай. Потом дома накормлю. Самое главное, я его нашел. Я и не мог подумать, что он тут. Вот так вот бывает. Тут до нас, ну вот сейчас последний раз Женя, наверное, с женой ночевал. Тетрадь надо посмотреть. Блин, обидно, что забыл мотор. Не хочу лишние километры трясти с лодкой, чтобы не расслабилась веревки. До Тулан побежит, а там уже в кабину его возьму, потому что в кузове бардак сейчас, в кабине поедет. Здесь, короче, щель закрыл, доску подложил, как всегда. Вот, сейчас еще, знаете, вот такие какие тучи. Лодку подниму, потому что не знаю, когда приеду, может уже будет снег лежать тут, а лодка уже, в принципе, он мне нужен. Вот смотрите, везде лед. Навигацию, можно сказать, закрыли. Сейчас подниму лодку. Сейчас каракаты спустились. 2 караката и, наверное, квадроцикл еще от вчерашней. Так, ну, половина уже у нас поднята. Он легкий. Когда лодку держишь на воде, он становится тяжелее, конечно, поднимать. Сегодня день лодок. Сегодня день лодок. Лодочный день, Тулан. Так, куда? Чтобы сосна, если грохнется, чтобы не на лодку.
Сейчас не так сильно затапливает, конечно, чтобы так высоко поднимать. Раньше нижние венцы в воде. 1 год. Смотрите сейчас, как далеко река у нас. Уровень. До 2-го венца вода поднималась. Все это поле было залито. Все, пускай тут лежит. Ну это ладно, сейчас поедем. Я думал, ты по девкам побежал. А ты, оказывается, избушку охраняешь. Какой же ты молодец, Тулан. Здесь тоже закрыл. Вот эти поддувала. Все, короче. Эти бутылки, блин. Мешок нужен. Так, шифером закрою. Чтобы не разлеталось. Один раз уже везде по лугу, везде кругом бутылки. Закрою. Так. Бушлат оставил. Рюкзак оставил, сейчас закрыл. Ладно, изба. До новых походов. Мы пошли. Короче. Тут в пакете у меня эти термос в пакете. Надо развернуться. Вот там, наверное, развернусь. Вот то, что я сейчас показываю, здесь поля были, луга, вот это все. Сейчас заросло, смотрите, какой лес. Мы уже на подходе к месту, где грузились. Ну, конечно, тут перепахали. Весной, наверное. Прям искали какие-то личинки или что там. Блять, травы. А дело-то как было? Я озвучил, надо мотор загрузить. Потом пошел к мотору, смотрю, весло с пленкой, наверное, там, с этим стендом. Я это взял, отнес и автоматом переключился на лодку. Хорошо, что вовремя вспомнил. Вон он, наш герой. Еще топор. Да ты смотри, какие находки у нас. А про топор я и забыл тоже. Может, еще что-то тут валяется где-то. Да и топор я забыл, ребят, оказывается. Ладно, сейчас я на плечо и буду выносить. У меня машина вон там, за этим опушкой леса. Да и топор вот тоже забыл. Нехорошо. Ой, 28 килограмм. 28 килограмм. Что-то поясница сегодня не слушается мне. Ой. Все вроде. Так. Что туда? Лох. Ничего вроде. Теперь уж точно ничего не оставили. Топор я забыл. Даже про него и не вспомнил. Я думал, кроме мотора ничего тут не осталось. Ну вот, почапали. Вперед, Тулан. Ай, Тулан. Толстая задница. Толстая задница ты. Все, поскакали. Потихоньку, помаленьку. Сейчас вроде ничего не забыли. Установка, проверка. Вроде все хорошо. Ничего не расслабилось. Пока в данный момент полпути проехал. Подложка вон там, чтобы не царапала лишнее.
Ну, про ремонт лодки отдельно фильм будет. Как я буду что-то делать, это тоже покажу. Ну и поход, думаю, пора заканчивать. Поход, охота, промысел 2024. Немножко подснимал. Сейчас уже поеду, дальше уже снимать не стану. Сейчас встречался с товарищем на УАЗике, тоже едет до избушки своей. Говорит, там у них родственники застряли, они на другой реке охотятся. И отсюда примерно до них примерно 75 километров по реке. Они 100% выехать не смогут, им придется пешком идти. Вот. Я им не завидую, они попали. Вот. Ладно, давайте, до новых видео, до новых фильмов, до новых встреч. Пока. Мы поехали. Вот так заканчивается охота, промысел 2024. Все, ждите новые фильмы.